Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! Я вас приветствую. Мы начинаем цикл лекций «Уроки истории», и в студии ее ведущий я, Раиль Фахрудинов. Наши лекции посвящены очень непростой, зачастую сложной истории татарского народа, основным этапам этнополитической истории татар, истокам и эволюции государственности татарского народа, яркой самобытной культуре, но в целом, я полагаю, интересной и очень увлекательной истории татарского народа. Поскольку нас смотрит аудитория, очень широкая аудитория за пределами Татарстана, в странах ближнего и дальнего зарубежья, постольку первую лекцию мы с вами посвятим Татарстану, поговорим о том, какие народы проживают на территории нашей с вами республики, кто такие татары, какие этнотерриториальные группы татар сегодня существуют, где они проживают и какова их культура. Итак, лекция номер 1. Татарстан и татары. Итак, начинаем. Современный Татарстан является одним из самых успешных регионов нашей страны. Татарстан является крупным центром культуры, Татарстан является крупным центром науки и, конечно же, промышленного производства. Численность населения нашей с вами республики составляет около 4 миллионов человек, и я должен отметить, что Татарстан достаточно урбанизированный регион нашей страны. Например, более 70% населения на сегодняшний день проживает в крупных городах. Все мы знаем, что Татарстан является многонациональной республикой. С моей точки зрения, Татарстан – это Российская Федерация в миниатюре. У нас проживает более 170 национальностей, и традиционными конфессиями, как известно, у нас является ислам, православие, но при этом у нас проживает много представителей, последователей таких религий, как католицизм, как иудаизм, протестантизм и другие. Столица Татарстана – город Казань. По своему историко-культурной значимости, по ценности и сохранности наследия нисколько не уступает Москве и Петербургу. И не случайно поэтому часто говорят, Казань – это третья столица России. Казань уникальна своими потрясающими памятниками, прежде всего монументальной архитектуре. В центре города – это в Кремле. Это падающая башня Сюембеки, это Благовещенский собор, это целый комплекс Пушечного двора, это Губернаторский дворец. Вот эти памятники в совокупности оценены мировым сообществом, являются достоянием не только Российской Федерации, но и в целом мировой культуры, и не случайно они вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. При этом важно и другое, что кроме Казанского Кремля в реестр памятников ЮНЕСКО вошли и другие памятники. Среди них, конечно же, это Великий Болгар, Болгарский историко-культурный заповедник. Это бывшая столица Волжской Болгарии. Для нас этот памятник ценен тем, что он являлся центром булгарской цивилизации, но не только. На сегодняшний день те памятники монументальной архитектуры, которые сохранились на территории Болгарского заповедника, являются уникальными памятниками типичной златоордынской монументальной архитектуры. Другим памятником, который также включен в список всемирного культурного наследия, это город Свияжск. Это памятник XVI века, и наряду с теми памятниками, о которых я уже говорил, также является уникальным памятником, является достоянием культурного наследия не только Татарстана. Вот эти памятники
свидетельствует о том, что Казань является уникальным туристическим и культурным центром Российской Федерации. И не случайно республиканский туристический маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана» сегодня стало как бы визитной карточкой татарстанского туризма. Татарстан становится местом проведения крупных мероприятий, прежде всего спортивных, причем мирового масштаба, что позволило назвать Казань спортивной столицей России. Татарстан сегодня, дорогие слушатели, крупнейший центр науки, образования и современных технологий. В республике находится большое количество научных центров, академических институтов, высших учебных заведений. И, конечно же, среди них особое место занимает наша гордость – это Казанский федеральный университет. Казанский федеральный университет – это не просто учебные заведения, высшие учебные заведения. Это очаг старейшей мировой научной школы, математической, химической, востоковедческой. И без преувеличения можно сказать, что Казанский университет является ведущим научно-образовательным центром Приволжского федерального округа, Российской Федерации и одним из ведущих научно-образовательных центров в мире. Как я уже говорил, современный Татарстан – это многонациональная республика. Здесь проживает более 170 национальностей. И среди народов, которые населяют нашу республику, преобладающими по численности являются татары, которые составляют около 53% населения, и русские – чуть более 39%. Но у нас уже на протяжении столетий живут и другие народы, которые взаимно обогащают друг друга. Это прежде всего чуваши, марийцы, мордва, удмурты и многие другие. Кто же такие татары, которые дали название нашей республике? Находясь за рубежом, интересно наблюдать, какой складывается имидж у татар за рубежом, какой складывается имидж Татарстана, Казани. И вы знаете, последние годы, когда спрашивают, откуда вы родом, я говорю из Казани, из Татарстана. Они говорят: о, Рудольф Нуриев, о, Казанский университет. И при этом, улыбаясь, почти все говорят: Рубин, Казань. Вспоминая былые победы казанского Рубина, особенно в былые годы. Хотя должен при этом отметить, что еще несколько десятилетий тому назад, когда спрашивали, где находится Казань, кто такие татары, на мой вопрос: а как вы думаете, как правило, вспоминали только Чингисхана, и зачастую Казань очень часто путали с Казахстаном. Беседуя на эти темы с своими коллегами из европейских университетов, теми коллегами, которые в той или иной степени изучают историю тюркских народов России, в целом средневековую историю и новейшую историю Восточной Европы. Когда я делился с ними по поводу мнения европейцев, я у них спросил: а вот как воспринимает татар и Татарстан все-таки научная элита, культурная элита, то есть та, которая, как говорится, знает, где находится Татарстан, знакома с ее историей. И вы знаете, отношение меня несколько поразило, конечно. Например, один из профессоров сказал, что вот если мы крымских татар воспринимаем как воинов, если татар-мишары мы воспринимаем как представителей бизнеса и торговли, то казанских татар мы прежде всего воспринимаем как просветителей. Вот такие изменения, они происходят буквально в последние годы. И, наверное, можно уверенно сказать, что имидж Татарстана, имидж татарского народа в последние несколько лет изменился достаточно в позитивную сторону в европейской и в мировом такой вот общественной мысли. И все-таки, кто же такие татары?
Я перед тем, как прийти к вам на лекцию, посмотрел высказывания тех деятелей культуры, науки, которые у всех на слуху. Так вот, удивительно, оказывается, Монтескье, французский просветитель, философ XVIII века, оставил такие слова. Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных подвигах. Сколько бессмертных деяний погребено в забвении, сколько было татарами основано государств, истории которых мы до сих пор не знаем. Это, повторюсь, XVIII век. Ну и более лирические слова, которые мне ближе всего по душе, это, конечно, Максим Горький, который долгое время проживал в Казани. Он вспоминал впоследствии: «Я с детства знаю о народе татар, трезвом, чистоплотном, умеющим соединять душевную мягкость с упорством в достижении цели». Итак, кто же такие татары? Татары относятся к кыпчакской подгруппе тюркской группы алтайской языковой семьи и занимает по своей численности второе место в Российской Федерации после русских. По официальным данным последней переписи населения, а проходила она, напоминаю, в 2010 году, общая численность татар составляет более 5,5 миллионов человек. А общая численность татарского этноса более 6 миллионов. Но вот до сих пор среди этнологов, среди этнографов нет единого мнения. Вот крымские татары – это составная часть единого татарского этноса или все-таки это самостоятельный этнос? Я этот вопрос оставлю на наше с вами обсуждение. Мы обсудим с вами эту проблему, но при этом подчеркну, что крымские татары, имея особенность в своем историческом прошлом, особенность в культуре, в языке, без сомнения имеет главную составляющую – это самосознание, которое и определяет сущность нации. Поэтому, когда говорим мы о едином татарском этносе, наверное, крымские татары, считая себя татарами, все-таки являются тем этносом, который составляет какую-то особую, отличительную особенность, которая позволяет нам говорить о том, что это этнос все-таки, наверное, более самостоятельный. Самое большое количество татар, как известно, более 2 миллионов человек, проживает на территории нашей с вами республики. Очень много татар в соседнем Башкортостане, более миллиона человек, а также в сопредельных регионах с Татарстаном. Это Свердловская область, Ульяновская область, это Оренбургская область, Астраханская область, Пермский край, ну и так далее, и тому подобное. Таким образом, важно подчеркнуть, что основная часть татарского народа сосредоточена в обширном регионе, а именно в Поволжско-Уральском и Западно-Сибирском регионах. Вообще татары расселены по всей Российской Федерации, как известно, да, и далеко за пределами Российской Федерации. Особенно много татар в крупных промышленных городах Российской Федерации. Вот, например, в Москве, по итогам последней переписи населения, татары занимают по численности 3-е место после русских и после украинцев. На сегодняшний день татар там проживает чуть более 150 тысяч человек. Значительная часть татар проживает в странах СНГ, особенно их много на территории Узбекистана, Казахстана. Также проживают татары и в Украине. Все вы прекрасно знаете, что татары проживают и за пределами СНГ, проживают достаточно крупные татарские диаспоры на территории Турции, на территории Финляндии, на территории Польши, Литвы, Соединенных Штатов Америки, Китая и даже Перу. Таким образом, татарская нация – это дисперсная нация, то есть разбросанная нация. Она населяет практически все континенты нашего земного шара. И вот когда мы говорим о дисперсной нации, все-таки есть одно очень большое «но».
Вот такое определение дисперсной нации имеет отношение в основном к странам дальнего и частично ближнего зарубежья. Население этих стран составляет там диаспору. Диаспора – это греческое слово, которое означает, что часть этноса, часть народа, проживающая вне своей исторической территории, в странах, где она проживает, она объединяется в некие сплоченные, устойчивые этнические группы. Вот те татары, которые проживают в зарубежных странах, мы их называем прежде всего диаспорами. Но татары не являются диаспорой в отношении большой части Российской Федерации. Я это особо обращаю внимание. От Западной Сибири и Приуралья на востоке и практически до Крыма на западе. От Татарстана и сопредельных районов Кировской области на севере и до Астраханской области на юге. Эта обширная земля является территорией формирования татарского этноса в качестве коренного народа России. И это очень важно. Почему я об этом говорю? Иногда зачастую приходится слышать такие мнения, что вот, например, в соседней Башкирии есть татарская диаспора. Можно слышать, что в Пермском крае есть татарская диаспора. Еще раз обращаю внимание, вот на этой обширной территории татары не являются диаспорой. Это коренной народ территории современной Российской Федерации. Именно на этой земле, еще в эпоху Средневековья, в эпоху Золотой Орды, начался процесс складывания средневекового татарского народа. Именно на этой территории после падения Золотой Орды образовалось несколько татарских государств. Это Казанское ханство, это Крымское ханство, это Касимовское ханство, Астраханское ханство, это Сибирское ханство. И потомки населения этих государств как раз сегодня и являются в совокупности единым татарским этносом. А на сегодняшний день выделяют несколько этнотерриториальных групп татар. Это казанские татары, это сибирские татары, это астраханские татары, касимовские татары. Особняком стоят польские татары или польско-литовские татары. Все названные этнотерриториальные группы татар, хотя имеют незначительные особенности в развитии языка, особенности в развитии истории, культуры, но при всем при этом они имеют самоназвание татары, который и объединяет весь татарский народ в единую нацию. Самая крупная этнотерриториальная группа татарского народа – это волго-уральские татары, а именно казанские татары и татары-мишары, которые занимают достаточно большую территорию, начиная от Приуралья и заканчивая центральными областями современной России. В эту же группу входят и касимовские татары, которые занимают такое некое промежуточное положение между казанскими татарами и мишарами. Вот несколько слов о мишарах. Во время лекций часто задают этот вопрос: происхождение мишар, их этническая идентичность и так далее. Вообще по документам XIV-XV веков мишары больше отражены этнонимом мещеряки. Однако, начиная с XV века, с конца XV века, XVI и XVII века, они, как правило, фигурируют в качестве татар. Причем мишары на протяжении с конца XVI, XVII и практически весь XVIII век во многом заселяли территорию современного Приуралья, то есть территорию современной Башкирии. На то были несколько причин. Одна из причин заключалась в том, что это было связано с обустройством засечных линий, которые строились именно на этих рубежах в целях защиты от кочевых вторжений. Конечно же, это была и вольная колонизация, и перевод некоторой части мишарского населения, сословного населения,
С конца 18 и вплоть до 1865 года мишары состояли в башкирско-мещерякском войске знаменитом, и после уже распуска этого войска мишары были приведены в гражданское сословие. Причем хочу особо обратить ваше внимание, дорогие слушатели, что мишары-татары, в отличие от других татар, которые проживали на территории современной Башкирии, в этот период не платили ясак, а это были служилые татары. Они входили в состав казачьего военного войска и поэтому имели особый статус. До революции, надо признать, в целом до конца XIX века, начала XX века мишары имели некоторые особенности в языке, имели некоторые особенности и в культуре. Ну вот, например, допустим, значительная часть мишар не праздновали такие праздники, которые праздновали казанские татары, а именно Сабантуй, Джиен, некоторые другие. Однако очень важно знать, что в XX веке вот эти различия практически вначале нивелировались, а затем практически исчезли. И сегодня, наверное, уже нельзя говорить о том, что существует отдельный мишарский диалект. Наверное, все-таки правильно будет говорить о том, что существует отдельный говор. В самом деле, если, например, мы возьмем мишар, чекающих, цекающих, и говор от казанских татар, он не составляет более больших отличий, чем разница между акающими и окающими русскими. Да? То есть мы же не ставим вопрос о том, что существует отдельный, скажем, вологодский диалект русского языка, московский диалект. Мы говорим говор. Ну, примерно то же самое относится и к татарам-мишарам. То есть сегодня можно сказать, что вот эта этнотерриториальная группа казанские татары и татары-мишары – это единая группа, и диалектов, конечно же, на мой взгляд, не существует. О происхождении этнонима мишар тоже достаточно много версий. Самые популярные о том, что это произошло от мещеряков, и самые популярные о том, что это произошло от маджар. Кто такие мещеряки? Мещеряки – это финские племена, которые занимали территорию Рязанщины, и которые потом были ассимилированы вот теми татарами, которые появились чуть более позднее время. Маджары, по мнению современных исследователей, в отличие от угорских мадьяров, то есть венгров, это было тюркское племя. Несколько слов о касимовских татарах. Вообще историю касимовских татар мы связываем с теми событиями, которые происходили в середине 15 века, и непосредственно с именем хана Улуг-Мухаммеда, это последний хан Золотой Орды, один из сыновей которого, Касим, получил в удельное правление мещерский городок на территории Рязанского княжества. Это было очень интересное государственное образование, которое просуществовало вплоть до конца 17 века. И вот как раз те татары, которые пришли с Касимом, и те татары, которые проникали на территорию Касимовского ханства или царства по древнерусским летописям более поздний период и составили этническую основу касимовских татар. Кто такие сибирские татары? Сибирские татары в настоящее время проживают на территории Западной Сибири. Эта этнотерриториальная группа образовалась в эпоху Сибирского ханства, как известно, но не только. На протяжении последующих столетий большое количество выходцев татар из Приуралья, казанские татары, достаточно в большом количестве выезжали на территорию Западной Сибири. И вот последние итоги переписи населения, очень интересные, 2010 года. В Западной Сибири проживало примерно 520 тысяч татар, из которых около 200 тысяч это были сибирские татары. Остальные это потомки выходцев из Приуралья и современного Татарстана, Среднего Поволжья. Причем интересный факт заключается в том, что при переписи населения, собственно, сами сибирские татары назвали себя этнонимы сибирские татары не более 10 тысяч. Все остальные, то есть подавляющее большинство, назвали себя просто татарами. То есть, другими словами, сибирские татары в настоящее время в подавляющем своем большинстве себя идентифицируют в качестве части общего татарского народа. Отдельно хотел бы буквально несколько слов сказать об астраханских татарах. Это тоже этнотерриториальная группа татар, которая сформировалась на территории Нижнего Поволжья в период Астраханского ханства и в период уже более поздний. Причем этническую основу составили население Астраханского ханства. Ну и здесь большую роль сыграл, конечно же, ногайский компонент. Это население Ногайской Орды, а после распада Ногайской Орды это двух княжеств, Больших Ногаев и Малых Ногаев. Татары-кряшины – этноконфессиональная группа в составе татарского народа. Особую роль и решающую роль
формирование этой этноконфессиональной группы, конечно же, сыграло крещение, зачастую насильственное крещение второй половины XVI и XVII веков. Эти кряшины называются старокрещенными. Ну и первая половина XVIII века – это новокрещенные татары. Язык кряшин относится к казанскому говору. По сути, это те казанские татары, частично мишары, которые были крещены в этот период. И очень интересная группа – это польские или польско-литовские татары, белорусские татары, по-другому их еще называют липки. Это самостоятельная экстерриториальная группа татар, которая сформировалась за пределами своей исторической родины. Начался этот процесс в конце XIV века. Мы это связываем с событиями появления Тохтамыша на территории Великого княжества Литовского. Но в последующем, уже после распада Золотой Орды, большие группы золотоордынских татар проникали на территорию Великого княжества Литовского, затем и Речи Посполитой на протяжении XV и даже XVI веков. Этническую основу их составили это золотоордынские татары, частично крымские татары и небольшой компонент был ногайских татар эпохи вот этого позднего Средневековья. Надо сказать, что польско-литовские татары, дорогие слушатели, сыграли большую заметную роль в истории Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, а после присоединения Польши к русскому государству и в истории Российской империи. Причем основное занятие это было военное занятие, в основном это были служилые татары. И, кстати говоря, вот в Великом статуте Литовском конца XVI века, это свод законов Великого княжества Литовского, татары получали особый статус, как представители военного сословия. На сегодняшний день их осталось примерно 11 тысяч. Но вот вкратце те этнотерриториальные, экстерриториальные группы татар, о которых мы с вами, конечно же, будем более подробно говорить при изучении уже отдельных периодов нашей с вами увлекательной истории. Татарстан современный, татарский народ, народы Татарстана гордятся своими земляками, которые дали российской культуре, европейской культуре, мировой культуре такие имена, как Державин, как Великий Шаляпин. Всемирную славу Казанскому университету принесли выдающиеся ученые, которые многие годы работали в Казани. Это Лобачевский, конечно же. Это, конечно, Зинин, Бутлеров. Это Карл Фукс и многие-многие другие. История татарского народа богата яркими именами крупнейших государственных, политических и военных деятелей, а также выдающихся просветителей. Среди них я бы назвал легендарного Идагея, героя татарского эпоса средневекового. Я бы назвал также Бахтияра Канкаева, герой татарского народа более позднего периода, уже XVIII век. Это, конечно, Нурсултан и Сеймбике, царицы. Это выдающиеся просветители татарского народа, такие как Шайгабуддин Марджани, Реза Фахруддинов, Хусаин Фаисханов, великий представитель крымского татарского народа, просветитель Исмаил Гаспринский, Каюм Насари, крупные политические деятели, общественные деятели конца XIX – начала XX века, такие как Юсуф Акчура, Садри Муксуди, ну и многие-многие другие. Татарский народ законно гордится поистине многовековой историей литературы, искусства, других отраслей культуры, которые дали мировой цивилизации такие яркие имена, как средневековый поэт периода Волжской Булгарии Кулгали, классик средневековой златоордынской татарской литературы Саиф Сараи, выдающийся поэт периода Казанского ханства Мухаммедияр, наши великие Гаязы Исхаки, Габдулла Тукай, Дердмент, Галимжан Ибрагимов, Хадид Акташ, герой Советского Союза Муса Джалиль. Но говоря о Муса Джалиле, я не могу не вспомнить другого героя Советского Союза,
представителя крещенных татар. Речь идет о Петре Гаврилове, защитнике Брестской крепости. Конечно же, это Хасан Туфан. Конечно же, это Бакир Уманче, Наки Санбет, Ильхам Шакиров. Когда мы общаемся с коллегами из Москвы, из Санкт-Петербурга, с зарубежными коллегами, мне часто задают вопрос: ну хорошо, у вас много представителей, великих представителей, просветителей, ученых. Вообще татарская земля, татарстанская земля очень богата. Она дала миру не только выдающихся представителей татарской культуры. Мы знаем, что Татарстан, земля казанская, дала огромное количество талантов и в русскую культуру, о которых мы с вами сегодня говорили. И мне говорят, и все-таки самые известные татары в мире – это кто? Вот я хотел бы с вами эту проблему обсудить. Вот кого бы? Вот смотрите, Муса Джалиль, известный поэт, классик литературы, антифашист. Габдулла Тукай, великий наш поэт. Тот же Гаязы Исхаки. То есть огромное количество, целая палитра блестящих деятелей культуры, науки добавим, просвещения, которые оставили глубокий след в истории не только татарского народа, в истории в целом народов Восточной Европы, в целом народов Евразии. Но при этом за рубежом более на слуху те представители татарской нации, которые им известны. Я сегодня уже об этом говорил, когда мы общаемся с нашими зарубежными коллегами, когда мы говорим татары, они говорят: о, Рудольф Нуреев. Согласен. Еще кого назовем? Софья Губайдуллина. Я добавил бы к этому списку Муса Джалиля, которого в Европе тоже знают. Знают его не только как классика татарской литературы, но как одного из крупных борцов, антифашистов. Сагдеева включим в этот список? Академика Сагдеева. И Сюняева, совершенно верно. В этот список можно включить, наверное, и современного крупного политического деятеля, да? Сегодня уже общественного деятеля. Это у нашего первого президента Шамиева. Я думаю, вы со мной согласитесь, тоже за рубежом очень узнаваемая личность, очень узнаваемый политический деятель. Ну вот, собственно говоря, мы с вами очень коротко познакомились и с Татарстаном, познакомились с теми этнотерриториальными группами татарского народа, который проживает. И следующие наши лекции будут уже посвящены непосредственно этапам истории татарского народа. А сейчас я бы с большим удовольствием ответил на ваши вопросы. Да, у меня на самом деле несколько вопросов. Вот первый, вы говорили о крымских татар. До XVI века у нас были тесные связи, игереи там, потом потеря государственности, потом Крым там тесные связи с Османской империей. А вот в конце XIX века, начале XX века Исмаил Гаспринский хотел объединить всех тюрков, и в том числе и всех татар. Почему этого не произошло? Вы сами верите в эту идею, и насколько мы сегодня разные? Спасибо большое. Вопрос, он и интересный, и актуальный. Ну, в этом вопросе сразу три вопроса, я их разделю, если это возможно. Ладно? Значит, говоря об особенностях развития языка, культуры, скажем, казанских татар, да, и крымских татар, надо учитывать следующее, что в эпоху Золотой Орды и вплоть до XVI века больших особенностей не было. То есть это был единый тюрко-татарский мир, и тот язык, на котором говорили в Крыму, и тот язык, на котором говорили в Казани, все друг друга прекрасно понимали. Это во-первых. Была общая династия, общая культура, общий язык. Однако после присоединения Казани к московскому государству, после присоединения Сибири и Астраханского ханства,
Крым остался за пределами вот этой коммуникации, культурной, языковой, прежде всего, конечно, языковой и культурной. Поэтому не случайно, что в рамках уже российского государства астраханские, казанские, сибирские татары, татары-мишары, они в единой культурной среде и продолжали эволюцию культуры, языка, традиций, ну и так далее, и так далее. Крым в этот период попадает под влияние Османской империи. Надо учитывать, что в Крыму до сих пор единого литературного языка нету. Там есть степные крымские татары. Да, это в основе степных крымских татар лежит все-таки ногайский и кыпчакский компонент. И когда мы общаемся с представителями именно вот степных крымских татар, то мы прекрасно друг друга понимаем. Есть небольшая группа, этническая группа, это горные крымские татары, и есть прибрежные. Вот язык прибрежных крымских татар, он больше тяготеет к османскому языку, а язык горных татар, он находится между степными крымскими татарами и между прибрежными крымскими татарами. Что касается Исмаила Гаспринского. Исмаил Гаспринский – это великий просветитель, представитель крымско-татарского народа. В Крыму его авторитет непререкаем. В каждом доме есть его портрет. Гаспринский был сторонником создания единой тюрко-татарской нации. Он даже разработал язык этой нации. Язык был зачастую сложным. В основу он взял крымско-татарский язык, также язык казанских татар, и даже успел выпустить газету «Тарджиман», как известно, на русском и вот на этом объединенном языке. Ну, здесь проблема ведь не только чисто языковая. Конец XIX века, начало XX века – это всплеск татарской общественно-политической мысли. И именно в этот период в татарском обществе возникает целая палитра взглядов по проблемам формирования единого языка, в целом идентичности и культуры, единой культуры тюрко-татарских народов. Вот среди различных взглядов выделялись четко несколько. Это прежде всего так называемые татаристы. Впервые ведь проблему идентичности татарского народа поднял Шигабуддин Маржани. Несмотря на то, что он был выдающимся представителем богословия, тем не менее, он первым заявил, что мы татары. Вот как раз Исмаил Гаспринский был сторонником создания единой тюркской нации. И она не выдержала испытания временем. Все-таки идентичность татар, самоидентификация татар, казанских татар, сибирских татар, астраханских татар, она формировалась именно в русле формирования татарской идентичности. Именно в русле формирования татарской нации. Вот примерно так. Угу. А латинские татары – это какие татары? Да, вот мы с вами выяснили, что большие диаспоры татар существуют, в том числе и в Латинской Америке. Они проживают в Перу. Буквально очень сравнительно недавно, в прошлом году, там была даже создана общественная организация, называется она «Татлам», то есть татары Латинской Америки. На сегодняшний день, конечно же, эта диаспора не такая многочисленная, но тем не менее она узнаваема, она достаточно активная. Ну и мы надеемся, что вот эта организация «Татлам», она станет еще более активной в части и связи с Республикой Татарстан и в части создания некой какой-то такого единого культурного пространства татарских диаспор за рубежом. Какую роль играют генетические исследования в изучении истории татар? Да, правда, сегодня генетические исследования очень популярны. Мы их называем ДНК-исследования. Но, понимаете, при помощи результатов ДНК-исследований
На мой взгляд, невозможно изучить этническую историю того или иного народа. То есть можно изучить свою родословную в третьем, четвертом, пятом поколении, но ни в коем случае этническую историю народов. Вообще вот эти генетические исследования, они возникли в русле концепции биологического, концепции возникновения нации. В свое время основателем этой концепции был известный ученый Гумилев. Генетика играет ведущую роль. Но надо исходить из чего? Результаты генетических исследований показывают варианты тех наследований, которые были в какой-то протопопуляции, от которой вот данный человек и сохранил вот эти генетические наследственные вещи. Да? Поэтому генетические исследования, они помогают проследить какие-то этапы в эволюции, биологической эволюции тех или иных этносов, но ни в коей мере не сам процесс становления наций. Я глубоко убежден, что процесс формирования нации – это вопрос, прежде всего, культурологический. Человек, так же как и нация, формируется средой, а это культура, это язык и так далее. Вот если встать на позицию генетиков, вот Пушкин, кем он будет по национальности? То есть там генетической русской крови, славянской крови очень немного. Поэтому Пушкин является выдающимся представителем, великим представителем русской культуры. И, конечно, он же был в этом плане, без сомнения, русским человеком. А вы вот говорили, что польско-литовские татары, они особенные. Все-таки в чем их особенность от других заключается? Да, вот смотрите, особенность заключается в следующем. Сибирские татары, казанские татары, татары-мишары, астраханские татары, касимовские татары – это коренной народ Российской Федерации, территории современной Российской Федерации. Он на этой территории формировался. Польско-литовские татары – это все-таки диаспора, которая не формировалась на ее территории, то есть она пришла из своей исторической родины. Польско-литовские татары на сегодняшний день, являясь диаспорой, к сожалению, потеряли свой язык, но сохранили ключевое – это самосознание и свою идентичность. Они себя называют татарами, сохранили ислам в качестве религии и, чувствуя себя частью большого татарского мира, тем не менее, все-таки мы их называем диаспорой. А какие татары-мишары и почему, как вы сказали, они были сильны в торговле, например, хочется узнать? И вот в свое время та проблема, та дискуссия, которая возникла в советской науке, которая заключалась в том, что стали выделять самостоятельные диалекты. Таким образом появился диалект казанских татар, появился диалект мишары, позволило выделять их чуть ли не в самостоятельные этнические группы. С моей точки зрения, вот та проблема деления татар на казанских и на мишары, которая возникла в чисто научных дискуссиях, научных кругах, она постепенно перешла уже в область и идеологическую, а затем и государственной национальной политики. Если мы берем русский этнос, то в Архангельской области проживают поморы, вы знаете об этом, и язык поморов намного сильнее отличается от языка донских казаков и кубанских казаков, нежели язык татар казанских и мишары. Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя говорить об отдельном диалекте. Я глубоко убежден, что казанские татары, мишары – это единый этнос. И при этом не забывайте, мишары себя никогда мишарами не называют. Вот приезжают мишары с территории Нижегородской области, Рязанской области, из Башкирии, они всегда себя называют только татарами. Мишарами называют только казанские татары. Поэтому, когда они говорят о том, что вы нас называете мишарами, они с этим тоже не согласны. Здесь ключевую роль играет, еще раз повторюсь, это идентичность. Мишары – это часть единого татарского этноса. Диалекта, на мой взгляд, не существует. Единый татарский этнос, казанские татары, мишары – это единый народ. Так, ну вопросов было достаточно много. Большое спасибо за вопросы. Я думаю, что у нас сегодня состоялся интересный разговор. Нас впереди ожидает очень увлекательная история
по истории, собственно, уже татарского народа, начиная с эпохи раннего Средневековья. До следующей встречи.